На протяжении многих десятилетий психологов интересует вопрос, почему одни люди становятся успешными, а другие нет. Успех и благополучие определяется не уровнем образования, не профессией и даже не отношением к работе, а в первую очередь отношением к самому себе. И это относится и к бедности, которую следует рассматривать не как отсутствие денег, а как смирение с ситуацией. Такая бедность живет не в кошельке, ее прописка в сознании человека. Она не позволяет изменить жизнь к лучшему, и не только в материальном плане. Без денег может оказаться любой человек, независимо от профессии и общественного статуса. Проблема возникает в том случае, когда бедность становится программой жизни. Этот феномен принято называть психологией бедности. Психологи выявили черты характера, присущие большинству людей с мышлением, запрограммированным на безденежье. Черная зависть. Говорят, что белой зависти не бывает. Однако, когда человек, видя успехи другого, стремится совершенствоваться, стать лучше, больше зарабатывать, все это является конструктивным чувством здоровой конкуренции. Черная же зависть деструктивна. Она разрушает сознание человека, формирует ненависть к более успешным и богатым, не побуждая изменить что-то в собственной жизни. Стремление казаться успешным. Все сталкивались с ситуацией, когда кто-то из знакомых приобретал сильно подержанный автомобиль престижной модели, дешевую подделку дорогих часов или копеечную имитацию ювелирных изделий. Иногда, напротив, на последние деньги, а то и в кредит, покупают то, что выходит за рамки их возможностей. Такие люди хотят казаться состоятельными в глазах окружающих, при этом не будучи таковыми. Привычка к бедности. Как это ни парадоксально, некоторые люди подсознательно боятся финансового благополучия. Часто от них можно услышать фразы типа «да где уж мне, не жили богато, незачем и начинать». Это некий психологический барьер, который выстраивался с самого детства и в первую очередь основан на неуверенности в себе. Патологическое накопительство, или простыми словами, синдром Плюшкина, который выражен в нежелании расстаться со старыми ненужными вещами, выбросить то, что давно не используется и захламляет жилище. Постоянные покупки ненужных товаров по акции, на всякий случай, или в хозяйстве пригодится, также свидетельствует о психологической склонности к материальным проблемам. Мечтательность. Носители психологии бедности, размышляя о несправедливости окружающей действительности и превратностях собственной судьбы, ожидают мгновенных перемен, которые обязательно приведут к богатству. Наследство от неизвестного дядюшки из Австралии, выигрыш в лотерею, удачная находка мешка с деньгами. Варианты различны, объединяет их только быстрота и легкость обогащения. Есть много случаев, когда человек, внезапно получивший огромную сумму денег, через некоторое время возвращался в исходное финансовое состояние. Ведь грамотно распоряжаться деньгами – это труд, который требует знаний, навыков и психологической готовности. Это неполный психологический портрет человека, сознание которого ориентировано на систематическое отсутствие денег. Причины, лежащие в его основе, не зависят от внешних факторов, а определяются мышлением человека. Обратите внимание на связь между выраженностью этих черт и уровнем жизни человека и убедитесь, насколько действенны эти индикаторы. Изменить себя непросто, но это вполне возможно. Это трудный путь, пройти который под силу каждому человеку. Первое. Перестаньте завидовать. Чужой успех – это сигнал о том, что его достижение возможно. Если кто-то уже достиг этого, значит сможете и вы. Второе. Прекратите жаловаться на жизнь. Человек – это не жертва, а хозяин своей судьбы. Богатые люди не жалуются на этот мир, а используют его возможности. Третье. Начинайте взрослеть. И неважно, сколько вам лет. Взросление с точки зрения психологии – это готовность брать на себя ответственность. Если человек занимает удобную позицию жертвы обстоятельств, его жизнь никогда не изменится. Четвертое. Рационально используйте свое время. Учитесь, узнавайте разные способы заработка, посещайте мастер-классы и семинары. Философский закон перехода количества в качество никто не отменял. Пятое. Ставьте реальные цели, разрабатывайте планы их достижения и двигайтесь вперед. И прекратите только лишь мечтать о далеком и недостижимом.
Уничтожить в себе мышление бедняка – это трудная и долгая работа над собой, над восприятием окружающего мира и себя в этом мире. Не останавливайтесь на этом пути. Каждый вечер честно отвечай себе на один простой вопрос. Что я сегодня сделал для достижения своей цели? Ваша мечта о финансовом достатке станет реальностью.